Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Внеочередное общее собрание членов РУСАДА приняло решение не соглашаться с вердиктом Всемирного антидопингового агентства только до того, пока не получит протокол заседания. Теперь этот спор должен разрешить спортивный арбитражный суд. Окончательная позиция по санкциям к российскому спорту была выработана в Москве в прошлый вторник. На пресс-конференции с журналистами встретился президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Поручить генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу 27 декабря 2019 года направить в ВАДА уведомление о несогласии РУСАДА с решением исполкома ВАДА 9 декабря 2019 года о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, последствиях такого несоответствия и условиях восстановления статуса РУСАДА. Чемпионат России по фигурному катанию стартует 26 декабря в Красноярске. Участие в нем примут ведущие российские фигуристки, такие как Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Также в Красноярск прилетели Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и другие лидеры российского женского одиночного катания. В Москве прошла встреча хоккейных клубов ЦСКА и «Металлург» в рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги. Результат встречи – счет 3-2 в пользу армейцев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметился Михаил Григоренко и Максим Шалунов. У «Металлурга» на 10-й минуте отличился Сергей Мазякин. Андрей Нестрашев на 33-й минуте также отметился результативным вбросом в ворота противника. ЦСКА следующий матч домашней серии проведет 25 декабря с московским «Динамо». «Металлург» днем позднее сыграет в гостях с рижским «Динамо». Кубок России по волейболу среди женщин. Финал 4 стартует в Казани. Волейболистки московского и казанского «Динамо», «Локомотива» из Калининградской области и «Уралочки» из Свердловской области поборются на площадке за кубок. Финал 4 пройдет в Казани с 25 по 26 декабря. За право сыграть в решающем матче казанская «Динамо» встретится с «Локомотивом», а московская «Динамо» с «Уралочкой». Финальный матч и игра за бронзу пройдет 26 декабря. В социальной сети Instagram мошенники взломали страницу трехкратной чемпионки России Сарданы Трофимовой. Мошенники опубликовали в аккаунте чемпионки информацию о ДТП, в котором пострадала ее мама и погиб дядя. В публикации был размещен призыв отправить деньги на банковский счет. Сардана Трофимова выступила с опровержением этой информации, а также она намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы они нашли мошенников. Кроме того, взломали электронную почту Трофимовой, на которую она получала сообщения от системы «Адамс» о прохождении антидопингового контроля. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» выиграл у саратовской «Волги» в своем последнем матче первого круга высшей лиги России. Встреча прошла в Московской области и завершилась со счетом 3-1. В составе якутян результативными ударами отметился Яник Самплей, Никита Рычков и Афанасий Федоров. Единственный мяч саратовской команды забил Роман Сенаторов. По итогам 13 встреч первого круга регулярной части чемпионата российские футболисты занимают 7-е место в турнирной таблице конференции «Запад». В активе команды 20 очков. Отмечу, что ближайший преследователь «Зари» московская «Динамо» еще не сыграла свой заключительный матч первого круга. В рамках 13-го тура «Динамовцы» на выезде встретятся с югорским «Газпром Бурением». В первом матче второго круга соревнования «Заря» сойдется с московским клубом КПРФ-2. Встреча состоится 22 января. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на Якутия-24.